Председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев ознакомился с ходом ремонтных работ в Ардонском районе. Здесь на протяжении нескольких месяцев ремонтируют дорожное полотно. В приоритете реконструкция трасс, по которым ходит общественный транспорт, а также подъездов к образовательным учреждениям. По словам экспертов, работы выполнены на 70%. Укладку новых дорог здесь планируют завершить к концу ноября. Главное, говорят специалисты, чтобы не подвела погода. А уже в следующем году работы по реконструкции трасс начнутся в Моздокском и пригородном районах республики. Несмотря на финансовые сложности, финансирование работ республика не урезала. Все подъезды к школам, к детским садам, там, где маршрутные автобусы проходят по Ардону, эти все улицы, вы видели, очень качественно и хорошо сделаны. Мы на правительстве приняли решение, что не трогать дорожный фонд. Как бы тяжело не было, будем изыскивать другие ресурсы какие-то на социальные вопросы, на выплаты зарплат. И не стали трогать дорожный фонд и выбрали, что программу сделать за 3-4 года. Владикавказская Алания на своей домашней арене одержала принципиальную победу над командой «Ангушт» из Назрани. После поражения от Ротора красно-желтым необходимо было реабилитироваться. Под мощную поддержку трибун барсы осадили ворота «Ангушта», однако в первом тайме им так и не удалось открыть счет. Второй тайм Алания начала не менее активно, не прошло и 10 минут, как Давид Гатикоев после сольного прохода с острого угла отправил мяч верхом в сетку. Превосходство барсов сказывалось в количестве опасных моментов у ворот соперника. Очередная атака хозяев была прервана в штрафной ингушской команды игрой рукой. Пенальти уверенно реализовал Ацамаз Бураев. Также с пенальти гол забили и гости. Как итог 2-1, и Алания празднует победу. Игра получилась очень непростой. С ингушами у нас практически всегда тяжелые матчи. Порадовало то, что в этом матче болельщики, футболисты и все были одним целым, и поэтому мы победили.